мужчина должен быть по дому где-то. Скажите, пожалуйста, сколько по вечерам выезжает бригад скорой помощи? В день с 8 до 8 вечера 25 и в ночь с 20 до 8 утра 25. Есть ли какие-то различия между выходными днями и буднями? Количество бригад определенно, каждая смена. По количеству вызовов, бывает разница, но не очень. Где-то в воскресные дни будет 450, 460. В рабочие дни 380 может быть. А в основном в вечернее время какие вызовы поступают? По нозологии вызова почти одинаковые, что днем, что вечернее время. Есть ли отличия между зимним периодом и летним? Между вызовами отличия есть по сезонности. Если где-то весенние и осенние периоды больше бывает больных с повышением артериального давления. В летнее время больше таких, как с болями в животе, по поводу боли в животе. Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители Якутского ЗХ-информационного агентства. Мы находимся в диспетчерской скорой медицинской помощи. И сейчас здесь уже 5 вызовов есть. И в основном это пьяные товарищи, которые лежат на улице. С вами рубрика «На страже», Николай Борисов, и сегодня мы узнаем, как работают стражи нашего здоровья. Обычный пятничный вечер бригады скорой помощи. Сейчас мы едем на пьяную женщину. Вызов поступил на улицу Аюнского 1, напротив Тагавы лежит женщина, примерно 50 лет, прилично одетая. Скорее всего, вызывают прохожие. Мы сейчас приедем и сделаем осмотр. Это же может быть и не пьяная, может какое-то другое происшествие там. Да, конечно, это может быть и не пьяная женщина, может быть какая-то сосудистая катастрофа. Допустим, тот же инсульт или тот же инфаркт. А если инсульт или инфаркт, что мы будем делать? Мы будем оказывать ей необходимую медицинскую помощь по стандарту и, конечно же, транспортируем ее в профильное отделение. Если пьяная, мы будем решать. Иногда мы доставляем ЯРПНД, то есть ЯРНД наркологический диспансер, либо вызываем полицию на себя. А обычно в бригаде сколько человек работает? В бригаде, вот в такой, как в нашей бригаде, линейной бригаде, работает двое. Либо врач-фельдшер, либо фельдшер-фельдшер, либо, бывает такое, что фельдшер-санитар. В основном стараются делать так, чтобы одна бригада работала вместе, скажем так, постоянно. Тогда уже помощник и врач понимают друг друга с полуслова, с полувзгляда. Когда вот пришел на скорую, что было самое сложное для тебя? Ночные дежурства. С ночи до утра, без сна. Ну и много вызовов. Экстренные, например. А так? Особо не страшно. Нету? Часто приходится вот так вот искать их. Да, конечно, часто. Бывает, что приезжаем, а нашего пьяного уже и след простыл. Он бывает встал, ушел, отряхнулся. Сейчас едем на автодорожную, там что? Там у нас пациентке 62 года, вызов поступил с почечной коликой, с поводом почечная колика, высокое давление. А есть какие-то, может быть, постоянно, которые вызывают именно скорую помощь и которые... Да, есть такие у нас клиенты постоянные, не клиенты, конечно, а пациенты, которые вызывают, скажем так, регулярно. Это же обычно лечащий врач поликлиники должен наблюдать обычно. Нет? Да, они наблюдаются в поликлинике, но когда обострение наступает какой-то, скажем так, такой случай, неотложный случай, там давление высокое не могут сбить, или боли в сердце, конечно, такие пациенты вызывают в первую очередь скорую помощь. Вот борт номер 17, на котором мы ездим, поступил вызов с района Прометея. Все вот эти вот случаи, они попадают под категорию медицинской тайны, поэтому их показывать не будем. Все-таки это здоровье людей, и нужно относиться к личному пространству очень-очень бережливо. Пациентом оказалась бабушка, у нее обострилась астма, около 3 дней она задыхалась и только сейчас вызвала скорую помощь.
Отвезли ее в приемное отделение, где будет проходить лечение. Ждем следующего вызова. Маргарита, вот мы отвезли нашего первого пациента. Скажи, пожалуйста, я понимаю, что вы профессионалы, но что вот самое тяжелое бывает, когда в вашей работе, какие пациенты? Именно с моральной точки зрения, скажем так, эмоционально. С эмоциональной точки зрения, не знаю, врач скорой медицинской помощи прежде всего все равно немножко как психолог. Нужно всегда находить подход к больному пациенту, да? Допустим, если я захожу на вызов, я уже вижу по состоянию, по настроению, как пациент настроен к медикам скорой медицинской помощи. Ну, и таких прямо тяжелых ситуаций у меня в моральном плане не бывало. 22 года я работаю на скорой, да, из них 14 лет я проработала в бригаде анестезиологии и реанимации. Вот там, да, действительно, там бывают самые тяжелые случаи, все экстренные случаи, допустим, мы выезжаем на вызова с поводом «не дышит», кататравмы наши, дорожно-транспортные происшествия, детские отравления, судороги. Вот в таких ситуациях, да, конечно, бывает иногда немножко тяжело морально, потому что, конечно, каждый родственник болеет за своего родного, да, и бывает, что и психологически они бывают настроены немножко неадекватно, скажем так, бывают и кричат, бывает и матерят врачей скорой помощи, да, но, конечно, мы на это стараемся не обращать внимания, мы выполняем свою работу. Чтобы та бригада немножко отдохнула, и пересаживаемся на 5-й борт. Там сказали, в камышах лежит пьяный мужчина. Скажите, пожалуйста, вот часто бывает вот такое, где-то в камышах приходится искать? Летом особенно. Язык покажите. Хорошо. Женщину нашли, сделали замеры сахара в крови, узнали какие-то там данные личные и привезли в наркологию, где она, видимо, и останется в стационаре. Куда едем сейчас? Сейчас на Пояркова, 8, магазин Старца, женщина. Что случилось? Резаная рана живота, стопы. Гепатитом, туберкулезом болели? Была девушка, у которой ранение живота и ноги. Был вызов с района магазина Поярков. Она рассказала, что ее начал бить муж, и бывший муж, и она сбежала в окно. Благо, квартира была на 1-м этаже, и она успела убежать. Поранила живот, ногу, и вот вызвала скорую помощь. Привезли в приемное отделение республиканской больницы номер 2. После вызовов, где будет кровь, акушерка или ношение где-нибудь, нужно после этого обработать. Потому что грязность крови дальше на вызывание поедет. Мы сейчас И приходится брать диспетчерскую обработку и ехать обрабатывать. Мы опять на станции. Там происходит обработка автомобиля, чтобы сделать дезинфекцию, потому что люди могут болеть разными вещами. Вообще на станции скорой помощи всегда постоянное движение. Одни борта приезжают, другие уезжают. И всегда идет ротация. В принципе, может быть так, что какой-то очень загруженный день, и тогда они фактически сюда на станцию не приезжают. Но стараются, конечно, приехать сюда и сдать документы и протоколы свои, вот эти вот медицинские записи в диспетчерскую. Получают вызов и выезжают опять. Едем по срочному вызову. Там избитый мужчина на улице Лермонтова. Мужчина должен быть по дому где-то. Ищем. Это которые били его тащили, что ли? Да, они его здесь вот закинули вот в гаража прям. В сторону первого подъезда, да? Там девушка с ними еще была. Девушка, ага, была. А не расскажете, что произошло? Их
четверо было. Двое в белой футболке, парень с завязанной головой и девушка. Там еще один был в красной. Вот в красной футболке его избивали. И куда-то конкретно его... Его просто, он не придавал, ну как, не подавал даже признаков жизни. Его вот туда потянули, до котельной. Двое. Искали его, но, к сожалению, не нашли. Приехала полиция, там будет разбираться, искать и в дальнейшем посмотрим, что будет происходить. Вы пиво пьете, у вас давление будет в норме? Как вы думаете? Ну, а что тогда пьете? Не пейте, будет прекрасное давление. Ну вот, был вызов, и что там было? Кто там, я не знаю, вот сожитель или друг этих девочек взял, попил. Ну, я насколько понял, они там совместно распиваются. Да. Ну, там больше обращений в полицию уже. Но ничего серьезного нету на вызове. Хилс здесь, да? Где находится пострадавший? По голове не били? Разбили губу, доставился сюда, в республиканскую больницу на оказание помощи. Ну, серьезные, это средней, малой тяжести. Не малая тяжесть. Часто такое Сознание происходит? потерял. Да, частенько бывает такое, по мелочи. Как мне сказали, кто-то кому-то показал средний палец. Девушка, пострадавшая, кинула бутылку. Я не понял, куда она кинула. Либо в того, кто показал, либо куда-то себе, и она пострадала. Мы находимся у очередного питейного заведения. Подъехала полиция. По пути подобрали парня, который упал. Он говорит, что его никто не бил. Там девушка, сказали, что ее ударили в лицо бокалом. Она теряет сознание. В общем, вот такие вот пятничные вечера у скорой помощи. Берегите себя.